Антошка. Начало этой истории происходило у меня на глазах более 10 лет назад. У моего лучшего университетского друга есть младшая сестра Маша. Красивая, скромная девушка с невероятными талантами. Она прекрасно рисовала, придумывала программы к дням рождения. Тогда ей было всего 16. Она встречалась со своим одноклассником. Все было замечательно, пока Маша не поняла, что беременна. Родителям рассказать, естественно, страшно. На аборт пойти тоже мужества не хватило. Рожать в 10 классе вообще не вариант. В итоге она попыталась решить проблему народными средствами. Ничего не вышло. Машины родители восприняли новость адекватно, всячески ей помогали. Молодой человек тоже всегда был рядом. Так, летом 2002 года у нее родился мальчик Антошка. Красивый, смешной малыш, мамина и папина гордость. А через 3 года у него обнаружили рак мозга. До сих пор сердце сжимается от воспоминаний, как озорной, веселый, умный ребенок бился в слезах от боли. Потом переставал всех узнавать, ничего не понимал и уже ни на что не реагировал. В конце 2005 года он умер. Маша развелась с мужем, так как обоим они напоминали друг другу о сыне. Плюс у нее развилось гигантское чувство вины перед Антошкой, ведь она считала, что его болезнь – результат ее попыток от него избавиться. Некоторое время лечилась в клинике. Через пару лет у нее начался новый этап. Она встретила своего второго мужа, поженились, уехали жить в Испанию. И в 2008 году родили сына Олега. Продолжение истории рассказал мне ее брат, мой лучший друг. Примерно полгода назад Олег стал заметно пассивнее днем. Постоянно хотел спать и еле волочил ноги. Родители его спрашивали, что болит, почему он не идет играть с друзьями. На что мальчик отвечал всегда одинаково. Ночью приходил Антошка, мы поиграли немножко. У Маши сразу началась паника. Воспоминания о умершем ребенке возвращались. Муж успокаивал как мог, говорил, что сказка такая есть, что сын, наверное, где-то услышал. И дети вообще часто придумывают себе вымышленных друзей. А потом это проходит. Все бы ничего, но именно с такой фразой Маша часто заходила в детскую к Антошке. В общем, решили родители поставить старую радионяню в комнату к малышу и послушать, чем он ночью занимается. Оказалось, сын действительно играет ночью с воображаемым другом Антошкой, который просит у Олега разрешения забрать его маму. Это удалось понять по фразам мальчика. «Нет, это моя мама, и она будет жить со мной». Или «Я не хочу, чтобы она умерла, вдруг я ее потом не увижу». Или «А как она к тебе придет? Ты же далеко». Когда родители спрашивали Олега, с кем и о чем он разговаривает, он только отводил взгляд и молчал. На сегодняшний день ситуация не изменилась. Маша каждый месяц стала прилетать к сыну на могилку, просить у него прощения, ходила к батюшке, к бабушкам разным. Но пока Антошка так и приходит поиграть немножко.